3 новых больницы и 5 новых медицинских пунктов в селах должны открыть в Ожской области. К их строительству уже приступили. Объекты находятся на разных стадиях завершения строительства. Так, в Карасуйском районе вот-вот должны сдать сразу 2 ФАПа в селах Октябрь и Джоош. В каждом живут порядка 2000 человек. Также планируют построить медпункт в одном из отдаленных горных сел. В этот старый лечебный корпус в селе Джоош ходят лечиться более 2000 человек. Обветшалый двухкомнатный дом без удобств, но тут все равно стараются помочь всем. У нас есть 2 кислородных концентратора. Мы готовы к разным ситуациям. Концентраторы нам подарили уроженцы нашего села, которые сейчас в трудовой миграции. Условий, конечно, мало, но мы работаем добросовестно. Удобства для медиков и пациентов в селе Джоош скоро появятся. Это новый медпункт. Он достроен уже больше, чем наполовину. Тут будут 6 кабинетов, оснащенные самым необходимым. На эти цели из местного бюджета выделили 3 миллиона сомов. Совсем скоро откроется и этот новый медпункт в соседнем селе Октябрь. Здесь осталось оснастить его мебелью и оборудованием. Это обещают сделать за месяц. Лечиться тут будут 2500 человек. До этого у нас вообще не было медпункта. Когда было нужно, мы ездили в соседние села. Во время пандемии поняли, насколько необходимо иметь медпункт рядом. Всего в сельской управе Мады должны построить новые медпункты сразу в 3 селах. На это выделено около 10 миллионов сомов из бюджета сельского округа. До конца 2021 года мы постараемся построить новое здание ФАПа в селе Чагыр. Это отдаленное горное село. Люди там нуждаются в постоянной медицинской помощи, чтобы не ездить за ней далеко. Всего в Ожской области в этом году строится порядка 90 социальных объектов. 14 из них – медицинские учреждения. Из них 3 больницы в Араванском, Карасуйском и Узгенском районах. Алена Смирнова, Самара Асанова, телег Одинаков, ЛТР, Ожская область.